В этот день среди танцующего ветра и спокойных морских вод я несу важное послание, переплетенное нитями откровения и любви. Обратите внимание, ибо именно голосом Творца я говорю с вами, возлюбленные. Есть сообщение, которое нужно обнаружить в спешке, не написанное на бумаге, а написанное в коридорах времени буквами, сотканными из света и истины. Это призыв, который требует вашего сосредоточения, желания коснуться глубин вашей души небесной мудростью. В этот торжественный момент я приглашаю вас открыть двери своего сердца, потому что содержание этого послания важно для вашего пути. Это приглашение к любви, это призыв к искуплению. Не позволяйте завесе хаоса затмить ваше понимание, ибо то, что нас ждет, находится за пределами человеческого понимания. Таким образом, немедленно откройте это скрытое сокровище, выучите слова, которые текут как источник вечной жизни. Позвольте себе быть ведомым рукой Всевышнего, ибо в этом божественном письме заключено обещание спасения, облегчения во времена бедствий и света, рассеивающего тени. Пусть ваши глаза откроются для созерцания истины, пусть ваши уши откроются для того, чтобы услышать голос Отца, ибо это не просто послание, адресованное многим. Это эхо бесконечной любви, звучащее сквозь века, умоляющее вашего ответа, жаждущее вашей любви. Если ваша любовь к Богу переполняет ваше сердце, выразите ее в комментариях, написав: «Я люблю тебя, Господь, мой возлюбленный Отец». В этом году вы столкнулись со многими испытаниями, но вас ни разу не бросили. Мир полон конфликтов, болезней и страха перед нехваткой и голодом. Однако знайте, что вы и ваша семья защищены моей ревностной опекой. Обратите внимание на слова, которыми я делюсь с вами, ибо они будут подобны огню в вашем сердце, принося надежду и утешение. Они сильны и способны изменить любую печаль и отчаяние, которые могут возникнуть в вашем существовании. Будьте готовы принять их и доверьтесь мне, потому что простота и чистота вашей веры очень важны. Пусть он будет подобен горчичному зерну, маленькому, но мощному, способному творить чудеса. Знай, что я всегда рядом с тобой, направляю и защищаю тебя. Хотя мир темен, твое спасение близко, и мои ангелы окружают тебя, готовые помочь тебе. Будьте сильными и уверенными в себе, ибо те, кто сохранит бдительность, будут вознаграждены. Вскоре вы присоединитесь к ангелам в славной битве за правду и справедливость. Это суть божественного, время чудес и обильных благословений, которые превзойдут любые изменения, с которыми вы сталкиваетесь. Поверьте мне, потому что я ваш проводник и защитник, и я обещаю принести исцеление и перемены в вашу жизнь, даже если в прошлом вам было больно. Знайте, что я люблю и ценю вас, и ничто не может этого изменить. Не беспокойтесь о тех, кто стремится сломить вас, ибо ваша сила зависит от вашей обновленной веры в меня. Доверьтесь мне, ибо я тот, кто может дать вам истинный мир и радость. Откройте свои сердца моей воле, и я приведу вас к процветанию и надежде. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия и достичь высот, о которых вы даже не мечтали. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии, ведь я всегда рядом с вами, защищая вас от любой опасности, которая может возникнуть. Доверьтесь мне и найдите радость и утешение в моем постоянном присутствии. Я благодарен за благодать, которая поддерживает меня каждый день.
Разговор со мной приносит исцеление, пребывание в моем присутствии приносит смелость и утешение вашей душе в трудную минуту. Когда мир кажется далеким, а отчаяние близким, все, что вам нужно сделать, это соединиться со мной. Сделайте это сейчас, услышав мои слова. Отложите свои дела и посвятите мне свое время, свое доверие и свою веру. За каждую минуту, которую ты мне подаришь, я вознагражу тебя годами жизни. Каждое дыхание, посвященное мне, будет вознаграждено здоровьем и радостью. Каждое благородное чувство, которое вы предложите мне, будет встречено любовью, пониманием и поддержкой. Вас окутает позитив, при этом исчезнет негатив, исчезнут неблагодарные люди, а те, кто обидел вас, покаются. Я лично покажу всем, кто сомневался в тебе, что я люблю тебя. Мое божественное присутствие с вами, и если кому-то нужно чудо, призовите его довериться мне. Счастье, которое я даю, непоколебимо и процветает даже в трудные времена. Ваше сердце будет удовлетворено даже в разгар самых тяжелых сражений. Независимо от того, насколько усталым вы себя чувствуете, вы знаете, что радость и удовлетворение никогда не покинут вас. Когда печаль стучится в вашу дверь, подумайте о том, чтобы поверить в обещание счастья, которое я вам предлагаю. Это счастье неразрывно связано с вашим решением и вашей верой, независимо от внешних обстоятельств. Это священная, постоянная и теплая любовь, которая окружает вас, особенно по утрам. Вы сияете, когда ваша душа пробуждается к свету дня. Мое величественное присутствие всегда рядом с вами, слушая биение вашего сердца и понимая ваши потребности. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе. Ваша вера проверяется, и ваша душа укрепляется моим божественным присутствием. Вы взрослеете и готовитесь стать свидетелем чудес и чудес. Никакое событие не сможет разлучить мою любовь к тебе. Если вы страдаете, не позволяйте сомнениям поглотить вас. Дай мне шанс забрать твою печаль и отчаяние. Вы не будете уничтожены, но будете жить полноценно. Ваши проблемы будут решены, а конфликты станут уроками мудрости и источниками силы. Доверьтесь мне, и ваша жизнь будет наполнена сладкой любовью, которую я предлагаю вам. Не всегда стоит волноваться. Я защищаю тебя, обнимаю тебя и поддерживаю своей безусловной любовью, даже перед лицом величайших трудностей. Я рядом с тобой вчера, сегодня и всегда. Знайте о моей постоянной заботе и обилии благословений, которые я дарую вам. Я тот, кто поддерживает вас, питает и ведет к успеху. Моя любовь – эффективное средство от всех твоих проблем. Напечатайте каждую молитву, я обновляю свою веру в божественную силу. Не позволяйте себя трясти. Дышите глубоко и спокойно, чувствуя положительную энергию, принесенную моим духом. Приветствуйте это с энтузиазмом, позволив себе окутать успокаивающее чувство радости и уверенности. Освободитесь от ментальных и духовных уз, которые вас связывают. Ваше сердце исцеляется, ваша печаль угасает. Я веду вас по новым путям к лучшей жизни. Ибо мои замыслы больше твоих, планы, которые я составил для вас, прекрасны, а будущее, которое вас ожидает, полно необыкновенного счастья и благословений. Не позволяйте материальным заботам поглотить вас, потому что они не определяют ваше счастье.
Поверьте, я преодолею любую трудность, потому что ценность, которая находится внутри вас, не будет уничтожена. Не расстраивайтесь, моя помощь уже в пути. Помни мою любовь к тебе и твой успех, соблюдай тишину. Не поддавайтесь отчаянию и мрачным мыслям, не позволяйте врагу обмануть себя. Оставайся рядом со мной, потому что враг побежден. Доверьтесь мне и переменам, которые я внесу в вашу жизнь. Развивайте свою веру в меня, ищите меня каждый день, и вы обретете мир и руководство. Оставьте прошлые поражения позади, потому что сейчас время расти. Закройте уши для лжи ваших врагов и сосредоточьтесь на благословениях, которые придут к вам и вашей семье. Я верну все утраченное и облегчу твою боль. Прими мою любовь и прими благословения, которые я посылаю тебе. Знай, что я твоя самая большая поддержка и желаю тебе счастья и успехов. Бог – мой свет во тьме, но не забывай всех моих обещаний, чтобы страх не овладел твоими мыслями и прекратились твои тревоги и тревоги. Само собой разумеется, что вы ничего не добьетесь, если заблудитесь на пути, ведущем в никуда. Поэтому я призываю вас доверить мне свои заботы и бремена. Вы можете не осознавать этого, но тонете под тяжестью чрезмерного беспокойства. Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое, наоборот, я хочу освободить тебя от этих забот, исцелить твою душу от тревог и разорвать цепи страха. Я протягиваю к тебе руку, вытаскивая тебя из глубоких вод, чтобы ты не погиб в сомнениях и не утонул в страхе. Я хочу, чтобы ты понял, все, что я делаю, делается для того, чтобы ты понял мою любовь и мое спасение. Я отдал свою жизнь на кресте, и это было не напрасно. Я прожил у власти третий день и до сих пор на твоей стороне силой своей крови. Ничто нас не разделяет, ни твое прошлое, ни все грехи, которые я простил. Эту тайну, которую вы носите глубоко в своей душе, нужно оставить, ибо я бросил ее в морскую глубину. Не возвращайтесь в глубины, чтобы искать ее, ибо цепи, удерживавшие вас в плену, разорваны. Если ваше прошлое продолжает преследовать вас, хорошенько подумайте, кому вы доверяете. Если ты продолжишь корить себя из-за прошлых событий, ты забудешь, как сильно я тебя люблю и сколько чудес я для тебя сделал. Просто послушайте меня и перестаньте обращать внимание на обличительные и лживые языки. Огромная ценность, которую вы имеете в моих глазах, очевидна, и многие люди это знают. Иногда кажется, что ты единственный, кто не знает любви вокруг тебя. Вы можете чувствовать себя беспомощным в трудные минуты, думая, что я бросил вас и наказываю за ваше прошлое, но это не так. Обратитесь к моему слову, ибо я уже не буду помнить всего, что простил. Не думай об этом, не бойся. Не волнуйтесь, для меня нет невозможного чуда. Вскоре вся ваша боль, печаль и беспокойство исчезнут. Независимо от того, в каком отчаянии вы находитесь, независимо от того, насколько вы убеждены в том, что ваше чудо никогда не произойдет, я здесь, чтобы показать вам свою любовь. Если вы все еще верите, что я не благословлю вас, вы очень ошибаетесь. Правда в том, что я люблю тебя и не отрицаю, что любил тебя, когда ты был в депрессии и искал тебя, хотя ты отверг меня. Теперь вам решать, поверите ли вы обманщикам, обманувшим вас лживыми словами. Слушай внимательно, ибо сейчас я с тобой и даровал тебе бесчисленные благословения.
Теперь ваша задача принять это слово и принять его. Я хочу, чтобы вы сейчас решили, выберете ли вы сверхъестественную жизнь или предпочитаете сидеть сложа руки, пока другие прогрессируют. Сделайте шаг вперед в этом путешествии. Я приглашаю вас предстать передо мной и погрузиться в это помазание, позволяя чистоте этого масла сиять в вашей голове и зажигать огонь в вашем сердце. Дайте мне руку. Я хочу, чтобы вы шагнули вперед, с верой держали флаг и выполнили эту миссию. Оно открывает миру, что есть Бог, который любит их и ищет тех, кто сбился с его пути, который хочет предложить им свою душу и уверенно идти в его направление. Примите эту силу, почувствуйте ее сейчас и посмотрите, как она меняет вас. Делайте невозможное, идите по волнам, успокаивайте бури своими словами и даже призывайте огонь с небес, чтобы поглотить все, что стоит на вашем пути. Вы увидите, как небесные армии защищают вас, оглянетесь вокруг и узнаете все хорошее, что произошло в вашей жизни, в вашей семье, в ваших финансах и в вашем доме. Неважно, где вы сейчас находитесь. Без моей помощи, если бы мое присутствие не покрывало тебя день и ночь, враги твои ввергли бы тебя в пучину отчаяния, лишили бы тебя покоя и радости. Я знаю, что тебя окружают проблемы, и иногда ты задаешься вопросом «где?». Я сейчас, но говорю вам, сохраняйте веру и терпение, ибо скоро вы получите долгожданную награду. Провозгласите с надеждой на Бога: «Я обрел мир за пределами понимания». Откройте мне свое сердце и примите чудо, которое, как вы верите, возможно. Слушайте внимательно, что я вам скажу, я говорю с вами с большой любовью и искренностью. Если ты мне доверяешь, знай, что все, что я скажу, сбудется, ведь я никогда не нарушаю своих обещаний. Я говорю правду, честно говоря, ваши деньги меня не интересуют. Используйте благословения, которые вы получаете, чтобы помогать другим. Мне не интересно строить дворцы для себя. Никто не поможет вам продолжать благословлять других, как я. Даже во времена финансовых трудностей оставайтесь в вере, потому что благословения, которые вы получаете, могут прийти из неожиданных источников. Не осуждайте и не критикуйте никого, потому что каждый человек вокруг вас был послан сюда, чтобы благословить вас. Я ищу смиренные сердца, которые любят меня и верят в меня. Сегодня наша встреча – отправная точка дружбы, которая со временем будет крепнуть. Я и дальше буду вашим проводником и другом, вы можете мне полностью доверять. Если в твоей душе скрыты тайны, знай, что я их уже знаю. Я простил твои грехи и призываю тебя оставить прошлое позади. Не судите и не наказывайте себя. Вместо этого возьмите меч моего воскресения и используйте его, чтобы противостоять лжи и обвинениям врага. Не волнуйтесь, эта ложь будет раскрыта, и вы станете сильнее. Ничто не может сломить тебя, потому что я рядом с тобой, чтобы защитить тебя. Доверься мне и моей любви и помни эти слова в трудную минуту. Я твой Бог, твой проводник и твой друг. Я всегда готов помочь вам, когда вы нуждаетесь во мне. Все, что я прошу, это ваша преданность и преданность делу, даже во времена слабости. Знай, что я здесь, чтобы помочь тебе встать на ноги. Не беспокойся о осуждении других, ибо я прощаю тебя и принимаю таким, какой ты есть. Не позволяйте себе ввести в заблуждение тех, кто использует мое имя в своих целях.
Я предлагаю любовь, милосердие и прощение тем, кто верно следует моему учению. Я защищаю тех, кто любит меня, и веду их ко злу. Сегодня я говорю прямо к вашему сердцу, прося вас внимательно прислушаться к моим словам. Я здесь, чтобы освободить вас, исцелить и направить вас. Доверьтесь мне и отдайте свою жизнь в мои руки. Не верьте тем, кто говорит, что ваша судьба – это страдание и скорбь. Ты мой, и я всегда с тобой, готовый вести тебя на пути к миру и счастью. Прокомментируйте с благодарностью за милости Господа ко мне. Вы не вернетесь к старым привычкам и не отвернитесь несправедливо от критиков и обидчиков. Вместо этого окружите себя сторонниками и поддержкой. Я хочу, чтобы ты испытал мою любовь по-новому и подлинно, понял ее глубину за пределами того, что было осознанно раньше. Ты знаешь, я не злюсь на тебя, я хочу, чтобы ты изменился к лучшему. Я позволю вам управлять своими эмоциями и сохранять спокойствие в любых ситуациях. Ты изменишься, и многие люди тебя не узнают. Радость засияет на вашем лице, и страх станет ненужным. Ваши шаги будут полезны, и ваша речь будет сострадательной. Я вселю в тебя непоколебимую веру. Помните мои обещания каждое утро, чувствуйте мое руководство и следуйте путями, которые я проложил для вас. Избегая врагов, я защищу тебя от лживых и от тех, кто говорит о тебе зло. Ночью спи спокойно, окруженный защитой. Взамен я прошу вашей веры, вашего сердца, вашей преданности. Я прошу вашей полной приверженности. В мои намерения не входит отговаривать вас от ваших мечтаний или амбиций, я просто прошу вас поставить меня на первое место в ваших проектах, доверив мне свое путешествие. Вы будете поражены благословениями, которые я пролью на все, что вы делаете, потому что я уже обильно благословил вас и буду продолжать это делать. Приходите услышать мое слово через это сообщение и понять истину. Моя любовь к тебе непоколебима, вечна, стойка и истинна. Он принадлежит вам и не может быть отозван. Позвольте словам, которые я говорю, смешаться с вашими мыслями, принеся вам глубокий покой. Скажите своим голосом: «Боже, я люблю Тебя». Я отдаю Тебе свою жизнь из верности и буду любить Тебя изо всех сил навсегда. Я защищу Тебя и всегда буду рядом с Тобой. Я не тот, кто обещает радость, а потом оставляет ее позади. Я знал Тебя и любил Тебя с самого начала. Ты должен принять мою любовь всем своим сердцем, если хочешь перестать терпеть внутренние бури, которые сбивают тебя с пути, вместо того, чтобы вести по новому пути. Я понимаю ваше недоверие к любви, он слишком долго ждал тех, кто утверждал, что любит его, и был вознагражден болью. Но ты можешь мне доверять, потому что моя любовь не фальшивка. Вы любимы, надо верить, надо принимать, даже если сложно понять, почему тебя кто-то так любит. Примите мою любовь верой, наполните свой разум словами, которые я говорю вам, потому что каждый день враг будет приходить, чтобы обвинить вас. И снова опозорить его. Как я уже говорил, вы не должны так думать или чувствовать. Мое слово подтверждает мое присутствие в вашей жизни и заверяет вас, что вы можете прийти ко мне со свободой, безопасностью и уверенностью, ибо двери моего небесного престола открыты для вас. Да, я сказал, что люблю тебя, и я покажу это.
Я не откажусь от этого, я прощал тебя много раз. Вы можете быть уверены, что я отвечу на вашу молитву. Не бойтесь и не беспокойтесь, ибо моя сила и благодать поднимут вас и удержат от преткновения. Я отвечаю за то, чтобы направить вас по правильному пути, вы должны сохранять бдительность, прислушиваться к моим словам, подчиняться моим командам и позволять мне вести вас туда, куда диктует моя воля. Все происходит ради высшей цели. Даже проблемы можно преобразовать, чтобы в конечном итоге привести к благословениям и исцелению. Враг каждый день борется, чтобы подорвать вашу веру и доверие, но он не должен этого допустить. Я хочу благословить вас и попросить вас изменить свое мышление, вместо того, чтобы держаться за идею, что вы брошенный и отвергнутый ребенок. Покайтесь в этих мыслях и поверьте мне, когда я снова и снова говорю, что вы по-настоящему любимы. Скажи мне, что ты принимаешь мою любовь и обретаешь великий мир в своем сердце. Я внимательно слушаю вас и медитирую на вас в этот момент, когда вы закрываете глаза и сосредотачиваете свои мысли на мне. Даже шепот, твой голос услышан, твои слова поняты, и твои слезы принесены в дар пред престолом твоего Отца. Комментируйте с верой. Божественная любовь – суть моего существования. Эти слезы, выражающие вашу свободу, являются маленькими проявлениями любви, которые начинают передавать ваше призвание и принимаются с большой ценностью. Уверяю вас, руки, бережно храня их в своем сердце. Твои слезы пролиты не напрасно, они отождествлялись с божественным присутствием. Задумывались ли вы когда-нибудь, слушает ли вас Бог? Я здесь, я слушаю твои стоны. Когда вы говорите, что Бог ответит на ваши молитвы, знайте, что я так и делаю. Ее слезы составляют мелодию и песню глубокой боли, которая знает, что ее слышит Всевышний и что утешение придет от Него. Я вижу в своей книге, что записала ваши слезы точного цвета, чтобы написать вам свой ответ. Когда у вас текут слезы, знайте, что ваш ответ уже в пути, я написал это сам, запечатал и записал в нужный момент. Река ваших слез, стучащая в божественные врата, вернется к вам преображенной, став водопадами освежающей воды, которые принесут желаемый мир и радость. Ты в моем присутствии, поговори со мной искренне и открыто, поделись своим разочарованием. Я не буду тебя злить, мое желание – выслушать вас и принести вам мир своими словами. Когда ты преклоняешь колени в молитве, из меня текут мир и исцеление, поэтому, если вам хочется плакать, не сомневайтесь, потому что ваши слезы вернутся, как дождь благословений. Принося силу и обновление, не теряйте времени. Я всегда слушаю. В моем сердце всегда будет место для тебя. И если вы хотите, чтобы другие получили благословения, которые пришли к вам, поделитесь этим посланием с людьми, которых вы так любите. Присоединяйтесь к моей армии носителей хороших новостей, и мы продолжим благословлять жизни. Наступит день, когда ваши нужды будут удовлетворены. Мои обещания исполнятся тем, у кого есть вера и терпение. Я понимаю ваши трудности и планы на вас и вашу семью. Не бойтесь проблем, с которыми вы сталкиваетесь, держитесь за мои слова и не реагируйте гневом или негативом. Позвольте мне заставить вас улыбнуться и умастить ваш разум миром, изгоняя смятение и негативные мысли. Не думай, что я накажу тебя за твои ошибки.
Наоборот, я простил их, когда они пришли покаяться. Если есть проблемы или конфликты, не бойтесь, не держите обиду. Против меня помни, я Бог всемогущий, любящий тебя вечной любовью. Не пропустите это что-то серьезное. Найдите тихое место, исповедуйтесь мне в своих проступках и сомнениях. Ничего. Пусть твоя душа освободится от вины и раскаяния раз и навсегда. Подключитесь к небесному плану, найдите цель. Я встряхну ваш разум и помогу вам понять, что у вас есть большой план на вас. Не теряйте надежды и не грустите о происходящих событиях. Знай мою любовь к тебе. Пожалуйста, знайте, что я не сержусь и не испытываю к вам никакой неприязни. Моя цель не в том, чтобы сделать это. Я объясню это более подробно, чтобы вы поверили. Я поговорю с тобой, когда еще будет царить ночь, и я открою свою славу, чтобы ты почувствовал мое присутствие в своем духе. Твоя душа почувствует мою близость, и ты проснешься в утешительном чувстве, которое окутает тебя полностью. Я открою свою чудесную и вечную сверхъестественную любовь, и ты никогда не усомнишься, что ты моя. Ты мне дорога, чистая и нежная, днем и ночью. Не сомневайся во мне больше. Скажи мне, что я получу, мучая тебя. Вы достаточно взрослые, чтобы понимать, что ошибки имеют последствия, и что один неудачный шаг может привести к неудаче. Однако я не отправлю тебя на погибель, напротив, я жду вашего присутствия, чтобы обсудить ваш проступок. Кто я для тебя? Твой Бог, твой Отец, твой друг. Я огненный судья и очиститель, но помните, что я также ваш защитник. У меня в руках дело и доказательства вашей невиновности. Моя могучая кровь заплатила за твои грехи, и даже если в этом мире ты столкнешься с последствиями болезни, я могу спасти тебя. Я желаю, чтобы ты усвоил урок и никогда больше не обижал. Не причиняйте никому вреда, если вы этого не сделали. Делайте все возможное и будьте мужественными, чтобы избежать такого пути. Я хочу, чтобы твоя душа наслаждалась моими благословениями и жила свободно. Приходите ко мне с уверенностью, без страха. Просите благословений для своей семьи и верьте, что я исполню ваши желания, даже если вы не получите их в точности так, как просили. Поверь, я предложу тебе лучшее, мое дорогое дитя. Не думай, что я злюсь. Я люблю тебя и всегда буду защищать тебя любовью. Мои обещания будут выполнены, и так будет всегда. Если вы еще не получили желаемой благодати, то это потому, что я знаю подходящее время. Наберитесь терпения, поверьте мне, и вскоре ваше сердце наполнится радостью и счастьем. Поверьте моим словам. Они обладают целительной силой. Позвольте мне нежно коснуться вашего сердца, постепенно исцелить его, окружить любовью и наполнить мирными и прекрасными чувствами. Позволь мне принести новый день без печали и без смятения. Я здесь, чтобы помочь вам остановиться и исцелиться физически и морально. Я разорвал все духовные узы, которые его связывали, и я освободил его от страха. Желаю вам мира, чтобы вы могли наслаждаться лучшими, счастливыми и полными днями. Знайте, что грядет много благословений, и сейчас настало время сделать лучший выбор. Даже перед лицом штормов оставайся сильным, будь сильным.
Ваши враги не могут причинить вам вреда, уже проиграл. Ваше лицо излучает веру и уверенность, меняется ваше отношение и личность. Вас больше не мучает тревога, Он ушел и никогда не вернется. Я Иисус, твой нынешний друг, вчера, сегодня и вовеки. Глубоко внутри ты знаешь, что я говорю с тобой, и что я здесь, чтобы сдержать свое обещание. Я никогда не оставлю тебя и никогда не перестану любить тебя. Моя любовь к тебе поддержит тебя, когда ты будешь сомневаться, и я прощу тебе твои неудачи, когда ты споткнешься. Я обращаюсь к нему с любовью, немедленно, всегда готов помочь ему подняться. Я никогда не оставлю его, ты не сможешь уйти от меня. Вы ни о чем не думаете, я действительно здесь. Сегодня я покажу твоим глазам долгожданный знак. Я покажу тебе свою любовь осязаемым образом, показав, как сильно я тебя люблю. Это вопрос между нами двумя. Вы имеете право чувствовать волнение, когда я открываю вашему уму великую истину. Комментируйте с верой, излагайте свои опасения Небесному Отцу. Вы обладаете неповторимым характером и несравненной индивидуальностью. Я устремляю на тебя свой взгляд из-за чувствительности и особенности твоего сердца. Вскоре вы испытаете это на себе. Подготовьтесь к обновлению в своей жизни. Я обещаю вернуть многие утраченные вещи, а некоторые вернутся в изобилии. Вы вернете то, что украл враг. Я хочу обильно благословить вас. Дай мне время сейчас, и вместе, в тишине, на коленях, мы обсудим грядущие дни. Я дарю вам чудесный подарок. Он исходит из поведения чемпиона. И люди будут смотреть на него как на человека, обладающего великим авторитетом, ибо в его лице проявляется сила его Небесного Отца. Подготовьтесь, прежде чем искать благословений, молитесь и размышляйте над тем, что вы хотите сказать. Используйте мудрость, данную вам. Не бойтесь говорить, когда это необходимо, и молчать, когда необходимо молчание. Никогда не стесняйтесь, когда дело касается защиты ваших благ и защиты людей, которых вы любите. Будьте бдительны. Защищая свою семью, смело противостойте любому трусу, который пытается навредить вашему дому. Желаю вам счастья, мира и укрепления вашей веры. Пусть твое сердце остается сильным, и пусть ты всегда чувствуешь уверенность в моем присутствии рядом с тобой. Поднимите свой голос и пишите с радостью, ибо я верю в вас, мой храбрый воин стойкого духа. Благодаря решимости у вас есть все необходимое для преодоления любых трудностей. Изучите проблемы вокруг вас, они не исчезнут, если вы от них убежите. Лицом к ним лицом вы сильны. Битва – это критическая позиция. Если твое сердце слабое, я не буду с тобой говорить. Воспринимайте мои слова как подтверждение того, что я повторил. Ничто и никто не сможет победить вас. Враг может каждый день пытаться сбить вас с толку, предполагая, что я оставил вас в трудную минуту. Однако я всегда с вами, разделяя ваши радости, ваши печали, ваши разочарования и ваши очевидные поражения. В этот момент я обнял тебя еще крепче, показывая тебе свою глубокую любовь. За пределами ваших самых смелых мечтаний я говорю с вами, я ищу вас и всегда рядом, чтобы вы никогда не сомневались в моей любви и никогда не чувствовали себя покинутыми. Когда мир жесток к тебе, помни и верь,
Я завоевал этот мир и снабдил его более могущественным оружием, Твоей любовью, Твоей надеждой и Твоей верой в меня. Оставайся уверенным в моей любви. Наполните свою душу и дух надеждой. Используйте свою веру как щит от атак врага. Наступит время, когда ваши испытания останутся позади, и вы будете рады видеть, как вы преодолели многие трудности и получили благословения, которые, как вы считали, были потеряны. Ты поймешь степень моей благодати, безмерность моего милосердия и моей бесконечной любви к тебе, несмотря на твои недостатки. Я желаю глубоко ободрить и благословить вас, чтобы вы никогда не сомневались в моей любви. Ждите сейчас с живой верой, уверенно преодолевая бури лжи, избегая отвлекающих факторов. Не перегружайте свой ум пустяками, сосредоточься на мне. Оставайся верным своей вере и горячей молитве. Учитесь на моем слове и уделяйте приоритетное внимание благополучию вашей семьи и моему присутствию в вашем доме и жизни грядет великое благословение. Поверьте мне, это произойдет. Если когда-нибудь ты усомнишься в моем присутствии или почувствуешь, что я тебя оставил, знай, что я всегда слышу твои молитвы и с любовью вижу каждую слезу, падающую предо мной. Сегодня я подтверждаю свою любовь к тебе и то, как много ты для меня значишь. Моя величайшая радость – знать, что ты мой ребенок, а я твой отец, твой Бог, к которому ты можешь обращаться без страха. Я здесь с распростертыми объятиями, чтобы помочь тебе, обнять и поднять тебя. Поймите, что я добрый, неизменный и вечный Бог. Я любил тебя, люблю тебя и всегда буду любить тебя. Не стесняйся просить меня о чем-нибудь, потому что, отдав тебе моего сына, как ты можешь не предоставить себе всего в нем? Сегодня день твоего чуда, твоей победы. Требуя каждое из своих обещаний, печатая их перед Богом, я обрел покой для своей души. Болезнь должна исчезнуть передо мной, духи, которые когда-то мучили тебя, теперь подчиняются моему имени, высшему из всех. Сегодня разрешатся семейные и финансовые проблемы. Поверьте мне, ведь я ваш защитник, тот, кто поддерживает вас, заряжает энергией и омолаживает. Даже когда другие сомневаются в тебе, я всегда признаю потенциал, который вложил в тебя. Пришло время вам подняться и сиять. Я твой Бог и никогда не оставлю тебя. Возьми мою руку, давай прогуляемся вместе. Сегодня я расскажу вам о проектах, которые я сделал для вас. Окажитесь в глубочайшей глубине близости, поговори со мной, и я отвечу тебе. Я люблю тебя и всегда, навсегда. Ваша судьба не диктуется другими, двери открылись по моему приказу и команде. Я изливаю свою любовь и заботу о вас и вашей семье, ничто не разлучит тебя со мной. Моя любовь останется верной, даже если ты совершишь ошибки, моя милость и прощение всегда будут доступны тебе. Это мое вечное обещание, я никогда не оставлю тебя и не позволю тебе страдать. Не расстраивайтесь и не позволяйте негативу, который вы видите, украсть вашу веру. Я твой Бог, твой Отец, твой Царь и твой друг. Я укреплю тебя и помогу тебе. Я приду в идеальное время, чтобы вы могли убедиться в силе моего вмешательства, признавая, что у меня есть план для вас, независимо от обстоятельств. Я всегда буду любить тебя. Я прихожу, чтобы найти тебя в самый хрупкий момент, когда ты в наибольшей депрессии.
Я пришел сюда, чтобы показать тебе, как много ты для меня значишь. Я никогда не устану это говорить, и вы никогда не устанете это слышать. Никакое оружие, созданное против тебя, не будет иметь успеха, и всякий язык, восстающий против тебя, ты будешь судить. Против меня восстают те, кто выдумывает клевету и ложь против тебя и твоей семьи. Вы должны твердо стоять в своей вере и не позволять никому отвлекать вас от этой истины. Верьте и вкушайте мое животворящее слово, а не вредную клевету. Слушай меня каждый день, когда я говорю тебе о моей вечной любви, рассеивая все сомнения, печаль и депрессию из твоего сердца. Ты мой сын, и мой завет с тобой скреплен моей кровью. Не бойся, ведь я с тобой. Я даю тебе силу, мир и власть. Вот мой ответ. Отныне ты будешь побеждать, и все изменится. Верьте моим обещаниям, работай усердно и будь смелым. Поверьте мне, и все изменится. Я обращаюсь к вашей душе, произнося слово, которое рассеет все сомнения и замешательства. Помните, что вы окружены моей божественной защитой, и тысячи ангелов ждут моего сигнала, чтобы защитить вас, защитить вашу семью и дать отпор лживому врагу, который пытается вас схватить. Наступает чудесное время мира и процветания. Я хочу, чтобы ты взлетел высоко, как орел, и с этой высоты стал свидетелем преображения своей семьи и получил огромное благословение своей искренней верой. Моя любовь и благословение пребудут с тобой, не сомневайтесь в этом. Давай поговорим. Излейте свое сердце, чтобы ты не чувствовал, скажи мне честно. Я много раз говорил, что не уйду от тебя из-за твоих ошибок. Я знаю тебя, и хотя это трудно принять, я люблю тебя таким, какой ты есть. Я открою тебе великую любовь моего сердца, и когда ты получишь ее, крепко прими ее. Почувствуйте ту чистую любовь, которую вы не сможете найти больше нигде. Вспомни сегодня это истинное чувство, более истинное, чем любая любовь, которую ты получишь в этом мире. Иногда вы меня не понимаете, думая, что я ставлю условия, чтобы обильно благословить вас. Дитя мое, отдай мне свое сердце, это мое единственное условие. И вы достигли этого, твое сердце мое. Даже если вы временами сбиваетесь с толку, не сравнивайте меня с теми, кто вас осуждает, пытается навязать свои условия, манипулировать вами и воровать у вас. Они следуют за ним, хотя и заявляют, что говорят от моего имени, выдумывая грехи и наказания, чтобы заставить его усомниться. Комментарий. Надежда на Бога – якорь моей души. Вас заставляют поверить, что я сужу вас, и вы наказаны моим гневом, но моя смерть на кресте не была напрасной. Я пролил свою кровь за все твои грехи, совершенные по неведению, пока ты не знал меня, те, которые появились, когда ты жил в бунты и отказался принять мой план, а также за грехи, которые ты совершил из-за слабости, расстроенности и неспособности, чтобы укрепить себя через молитву. Но я влюбился, неоднократно предлагая свое прощение, и ты принял его с великой радостью. Ваша вера возродилась, и именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы поговорить. Я приношу вам сверхъестественное откровение, нечто реальное, а не воображаемое. У вас будет больше знаний, и с непоколебимой верой в мою любовь вы поймете ее глубоко и почувствуете с этого момента. В каждый момент вы будете подниматься с благодарностью,
освобождаясь от бремени прошлого и стремясь жить, творя добро и служа своей семье и другим людям. Я хочу, чтобы ты удалил весь страх из своего сердца, освободив место моим обильным благословением. Ты ощутишь мое присутствие в своей жизни прекрасным и особенным образом, и никогда этого не забудешь. Я люблю тебя и залечиваю раны в твоем сердце, освобождая тебя от боли, которая так долго тебя мучила, от болезненных воспоминаний, терзающих твой разум. Я хочу исцелить и укрепить тебя, чтобы ты мог быть сильным перед лицом трудностей. Позволь мне иметь место в твоей жизни. Я здесь, чтобы поддержать вас в вашей борьбе, чтобы вы не разочаровались, зная, что я всегда рядом, даже во времена непослушания, когда я спасаю вас. Поэтому я прошу тебя открыть свое сердце и позволить моей любви проникнуть, отвергая все эмоции, нарушающие твой покой. Простите и забудьте тех, кто причинил вам боль. Они быстро поймут, какой ущерб они причинили. Не затаивайте обиду, ведь даже негативные события идут вам на пользу. Я понимаю, что тебе трудно быть рядом со мной, когда прошлое отражается в твоих мыслях и тебя охватывает печаль. Обращайтесь ко мне во времена депрессии, и я окружу вашу жизнь, вашу семью и ваш дом миром и любовью. Не позволяйте этим чувствам причинить вред вам и вашему здоровью. Доверьтесь мне, чтобы исцелить вашу боль и создать лучшее будущее для вас и ваших близких. Ваши путешествия ждут чудесные сюрпризы, а испытания прошлого ничтожны по сравнению с безмерной радостью и удовлетворением, которые вы испытаете. Теперь я исцеляю вас и освобождаю, давая вам свободу и силу жить энергично и с энтузиазмом. Никто никогда не причинит тебе вреда и не заставит тебя плакать, потому что я единственный, кому ты научился доверять. А теперь прими мою глубочайшую любовь и позволь мне заполнить пустоту в твоем сердце. Я обещаю тебе, что все будет хорошо, и вскоре ты поймешь, что моя нежность слаще меда. Я всегда рядом с тобой, куда бы ты ни пошел. Я люблю тебя и выведу тебя из бедности и к изобилию. Я дам тебе больше, чем тебе нужно, за пределами твоих самых смелых мечтаний. Вас ждут благословенные дни, ибо я ваш Бог, ваш Отец, ваш источник благословений. Я здесь, чтобы дать вам радость, исходящую свыше, божественное обеспечение, которое удовлетворяет и наполняет. Принимайте любые вызовы с уверенностью, что вы не проиграете. Истинное благословение состоит в том, что вы посвящаете свою жизнь служению тому, кто дал вам больше всего, вашему Богу, который вас спас. Благословение – это делиться с нуждающимися, противостоять отвержению и преследованиям, не сдаваясь, находить радость, веру и мир даже среди борьбы и тьмы. Каждое испытание – это возможность возрастать в вере. Благодать проявляется в поднятии лица и улыбке, как если бы глаза были обращены к любящему, защищающему и направляющему Богу. Его благодать зависит от довольства в повседневной жизни и доверия божественному пастырю. Я поведу тебя на зеленые пастбища и исполню желания твоей души. Помните, что дни проходят, события могут измениться или закончиться, но ваше путешествие продолжается каждое утро с восходом солнца, обещая новые возможности, радости и проблемы, которые вам предстоит встретить с новой силой, исходящей из моих священных и могущественных слов. Знай, что я рядом с тобой в темные ночи, яркие дни, бури и легкие дожди, предлагая тебе свое общество.
Я буду давать тебе мудрость, чтобы каждый день укреплять твой дух, делая тебя верным последователем моего слова. Верьте, что наступят дни благословения, ибо слово мое не подводит. Сейчас ваша потребность во мне очевидна, и я ценю ваше общение, доверие и честность. Даже если у вас мало слов, вашей веры, какой бы маленькой она ни была, достаточно, чтобы достичь божественного. Оттуда я отправляю руководство на ваш день. Следуй моим инструкциям, подчиняйся моим командам и сосредоточься на цели, которую я поставил перед тобой, избегая отвлекающих факторов и сосредоточив свой разум на моем слове. Не стесняйтесь, если у вас есть сомнения, я всегда внимателен к вашим потребностям и проблемам. Я оставляю тебе свой покой, которого мир не может предложить. Ваши молитвы были услышаны, и мой ответ уже в пути. С благодарностью примите и отпразднуйте грядущее чудо. Вы будете полны радости и новых сил для преодоления трудностей. Примите эту возможность для полноценной жизни, возрастающей в мудрости и любви. Не зацикливайся на прошлом, ибо у тебя есть мое вечное прощение. Мое присутствие останется с вами, отвечая на ваши молитвы и понимая язык вашего сердца. Когда вы позвоните мне, я буду рядом, чтобы помочь вам, окружить вас любовью и уютом. Не нужно слов, твои слезы говорят то, что чувствует твое сердце. Сегодня я хочу, чтобы вы сильно порадовались словам, которые слышите. Даже во времена разочарования помните, что у вас есть доступ к моему трону, где вы можете с уверенностью поделиться своими потребностями. Я хочу ответить на ваши молитвы и безопасно провести вас в вашем путешествии. В Боге я нахожу утешение во времена боли. Не позволяйте страху взять над вами верх, когда вы сталкиваетесь с внутренними проблемами. Знай, что я здесь, чтобы поддержать тебя в любой ситуации. Не сражайтесь в одиночку, что бы ни случилось, я всегда готов тебя выслушать. Не сдавайтесь легко, моя любовь к тебе непоколебима, и я никогда тебя не оставлю. Не волнуйтесь, я посылаю ангелов-воинов, чтобы защитить вас и помочь вам достичь своих целей. Я слышу твои молитвы с верой, и я внимателен ко всем твоим отчаянным крикам. Позвольте миру и покою, которые я даю, вторгнуться в ваш разум и душу. Позвольте мне наполнить ваше сердце радостью, развеяв все страхи и переживания, которые могут ослабить вашу веру. Не позволяйте эмоциям или жизненным трудностям потрясти вас. Помните, что я рядом с вами как верный друг, готовый вместе пережить времена конфликтов. Будьте терпеливы, потому что помощь, которая вам нужна, придет, как только солнце встает с каждым новым днем. Мой свет рассеет тьму вокруг вас, принеся утешение и обновив ваши мечты. Оставайтесь сильными и терпеливыми, настойчиво молясь за свою семью и близких. Они смотрят на вас как на пример, поэтому оставайтесь сильными, чтобы показать им, что ваша вера в меня того стоит и приносит вечные награды. Не бойтесь вызовов и угроз, на вашей стороне армия ангелов, и вы победите своих врагов. В свое время ты увидишь, как все склонятся перед тобой, признавая, что я, твой Бог, защитил тебя. Я избрал тебя источником благословений, итак, поверьте мне и живите с верой, страстью и решимостью. Я здесь, чтобы поддержать вас, помочь вам и всегда сопровождать вас в вашем путешествии. Давайте помолимся, дети мои.
А Господь Бог, милостивый и милосердный, я прихожу к Тебе в это время со смирением и благоговением в сердце. Я признаю, Господь, что Ты мой Спаситель, пришедший в мир искупить грешников и предложить спасение всем, кто верит в Тебя. Иисус, Ты свет, освещающий мой путь, надежда, поддерживающая мою душу, и любовь, которая меняет мою жизнь. Среди жизненных бурь я нахожу убежище в Твоих любящих объятиях, зная, что Ты моя верная скала и моя непоколебимая крепость. Прости меня, Господь, за каждый раз, когда я терплю неудачу, за каждую мысль, слово или поступок, неугодно Тебе. Благодарю Тебя за Твою бесконечную благодать и милость, которая спасла меня от глубин греха и привела меня к полноте жизни в Тебе. Пусть Твой Святой Дух, Боже, каждый день меняет мою веру, укрепляет мою надежду и возрождает мою любовь к Тебе и моему ближнему. Позволь мне, Господи, жить по воле Твоей, подчиняться Твоим заповедям и провозглашать Твое имя смело и убежденно. Пусть моя жизнь будет отражением Твоей безусловной любви, Твоей несравненной благодати и Твоей освобождающей истины. Чтобы благодаря моему свидетельству другие могли узнать и испытать чудесное спасение, которое Вы бесплатно предлагаете всем. Господь Иисус, в Тебе я нахожу мир, превосходящий всякое понимание, радость, наполняющую мое сердце и неугасающую надежду. Ты Альфа и Омега, начало и конец, автор и совершитель моей веры. В это время я подчиняюсь Твоему величию и власти, признавая, что Ты один достоин всякой чести, славы и похвалы. В Твоих объятиях я нахожу безопасность и утешение, зная, что Ты добросовестно выполнишь все свои обещания. Позволь, Господи, свету Твоему сиять в моей жизни, рассей тьму, окружающую меня, и наставь меня на путь праведности. Позвольте мне быть инструментом Вашей любви в этом мире, принося надежду отчаявшимся, утешение страдающим и спасение заблудшим. Пусть каждое слово, которое я говорю, и каждое действие, которое я предпринимаю, будет во славу Твою, Господь. Пусть мое свидетельство покажет величие Твоего имени и силу Твоего воскресения. Пусть во всем, что я делаю, прославляю и превозношу Твое святое имя. Даруй мне, Боже, непоколебимую веру, которая, несмотря на невзгоды, пребывает в Тебе непоколебимой. Позвольте мне полностью довериться Вашей суверенной заботе и изобилию продовольствия. Пусть моя жизнь станет гимном хвалы Твоему имени, а Иисус – мой Спаситель и Искупитель. В Тебе я нашел жизнь с избытком, прощение грехов и надежду на будущее. Пусть все мое существо будет полностью предано Тебе, сейчас и навсегда. А Господь Иисус, Ты неиссякаемый источник благодати и милосердия, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В Твоей крестной жертве мы находим полное искупление и примирение с нашим Небесным Отцом. Сегодня я стою перед Вами, сознавая свою полную зависимость от Вашей спасительной милости. Вы – путь, истина и жизнь, и вне Вас нет спасения. Даруй мне, Господи, сокрушенное и сокрушенное сердце, готовое принять Твое прощение и исполнить Твои заповеди. Пусть Твое Слово будет светильником для моих ног и светом на моем пути, направляя меня в каждом моем шаге. Позволь мне прожить жизнь, достойную Твоего призвания, быть светом среди тьмы и соли земли. Укрепи мою веру, Господи, чтобы я никогда не сомневался в Твоей любви ко мне. Пусть я буду полностью уверен в Твоей верности даже во времена трудностей и скорбей.
Наполни меня Твоим Святым Духом, позволив мне жить жизнью, которая всегда прославляет Твое имя. Пусть Твоя любовь переполнит мое сердце, а Иисус, чтобы достичь потерянных и отчаявшихся. Используйте меня как канал Своей благодати, чтобы другие также могли испытать чудесное спасение, которое Вы бесплатно предлагаете всем. В Тебе я нахожу полноту истинной жизни и мир, превосходящий всякое понимание. Пусть моя жизнь будет живым свидетельством Твоей преобразующей силы и искупительной любви, Господь Иисус Христос. В Вашем присутствии я кланяюсь с благодарностью и уважением. Ты, Иммануил, Бог с нами, пришедший на землю, чтобы спасти таких грешников, как я. В Своей бесконечной доброте и сострадании Вы предлагаете дар спасения всем, кто верит в Вас. В этот момент общения с Вами я призываю силу Вашего Святого Духа наполнить мою жизнь. Позволь мне, Господи, жить в святости и послушании воле Твоей. Пусть каждый мой вздох, каждая моя мысль и каждое мое действие будут посвящены величию Твоего имени. Пусть свет Вашей истины сияет среди тьмы этого мира. Используйте меня как инструмент Вашего мира и любви, чтобы провозгласить послание надежды всем, кто погиб. Вас ждут удача и чудесные события. Верьте, что на предстоящей неделе вас ждет море радости, ценные воспоминания, необыкновенные люди, благословения и необыкновенные результаты, превосходящие обычные. Преодолевая препятствия и расширяя свои возможности, продолжайте попытки в 2024 году. Если вы отдадите свои заботы Богу, Он проведет вас через все трудности, молча давая ответы. Я наказываю всех, кто пытается причинить вам вред или заставить вас страдать во имя Иисуса. Бог защитит тебя. Помните, что многие из вас страдают от стресса, растерянности и кошмаров. Я хочу, чтобы вы признали мое присутствие. Ваши беспокойства будут заменены ясностью, ваши замешательства – знаниями, а ваши беспокойные ночи – мирным отдыхом, который восстанавливает ваш разум, и все потому, что я могу облегчить ваши проблемы. Имейте непоколебимое доверие и примите мой небесный план для вашей жизни. В течение следующих 12 часов я буду проливать дождь успеха, процветания и настоящего здоровья на вас и тех, кто вам дорог. Вы порадуетесь прибытию чего-то поистине замечательного. Любовь, деньги и хорошее здоровье прекрасно совместимы. Помните, что я люблю удивлять людей и даровать им великие благословения неожиданными способами. Готовьтесь к неожиданностям и будьте восприимчивы к этим преимуществам. У меня во всем есть электрический заряд, и я лучший король. Твоя жизнь и все, что я делаю, под моим контролем. Давайте объединимся в молитве. Дорогой Господь, Твое присутствие всегда здесь, и я прошу Тебя дать мне возможность иметь этот факт в виду. Надеюсь, что и я испытаю Вашу безграничную любовь, помощь и заботу, спокойствие и направление, которое Ты мне даешь. Это подарок, и я благодарен. Небесный Отец, я верю в Тебя. В ответ на великое Евангелие Иисуса Христа я выражаю вам мою вечную благодарность за то, что вы сформировали меня и любите меня, несмотря ни на что. Иисус Христос, отдавший свою жизнь за мои грехи, всегда в моих молитвах, всякий раз, когда мой выбор отклоняется от ваших ожиданий или уроков, пожалуйста, примите мои глубочайшие сожаления. Согласно Божьему Слову сегодня, ваше здоровье, отношения и финансы улучшатся в кратчайшие сроки. Думая об этом, я стараюсь дать вам все необходимое, и если вы мне доверяете,
мои блага войдут в вашу жизнь без каких-либо усилий с вашей стороны. Я надеюсь, что ты обретешь счастье, успех и славу. Впереди у вас целые выходные возможности. Позвольте моим благословениям войти в ваше сердце, и вы будете готовы к жизни, полной радости, успеха и богатства, куда бы ни привело тебя твое путешествие, любовь моя. Я буду рядом с тобой на каждом этапе пути. Вы заслуживаете жизни в изобилии, и я покажу вам путь, если вы мне доверяете. Это может быть волшебно, и завтра днем обменяемся. Присоединяйтесь ко мне в этом году, поскольку я работаю за кулисами, чтобы улучшить ваше благосостояние, отношения и финансы, чтобы у вас и ваших близких был выдающийся год, потому что я всегда буду здесь для вас. Ты на самом деле не одинок. Мое самое искреннее желание вам состоит в том, чтобы я боролся с вашей борьбой и успокоил бури вашей жизни, наполни свое существо моим покоем и удовлетворением. Пусть благословения радости, здоровья и богатства будут дарованы вам, драгоценный малыш. Будь готов достичь своих величайших амбиций с верой и благодарностью. Бог, который любит тебя, создал тебя и всегда может позаботиться о тебе, даже если ты переживаешь трудные ситуации, помочь тебе и спасти тебя в моих силах. Если вы ответите на призыв Иисуса, вы получите много благословений, но только если вы откроете свое сердце. Я клянусь, что с вами, вашей семьей, вашим временем, вашими деньгами или вашим здоровьем не произойдет ничего плохого. Моей любви к тебе достаточно, чтобы преодолеть любые препятствия. Знайте, что успех требует времени, никаких больше неудач, потерь и разочарований для вас. С другой стороны, вы вступаете в то время, когда ваши молитвы могут быть услышаны, и вы обретете обильный покой. Стремясь вернуться к вашему образу жизни и творить чудеса, где бы они ни находились, я стучу в дверь вашего сердца. Ты увидишь, как произойдут чудесные вещи, если ты меня тепло обнимешь. Прости, богатый человек, но я собираюсь принести добро в твою жизнь, так что будь готов. Я приготовил для вас чудесные вещи, включая свободу выздороветь. Я планирую чудесные перемены в вашей жизни с целью превзойти ваши самые смелые ожидания, поэтому примите, что я принесу вам финансовое процветание и настоящую любовь. Вы собираетесь вступить в новую эру свободы, процветания и изобилия, вы собираетесь начать все сначала, освободившись от бремени войны и хаоса. Сейчас ваше время сиять, добиваться успеха и наслаждаться сверхъестественными благословениями, которые я вам даю. Вы можете почувствовать, что арена отягощает вас заботами о финансах и физическом здоровье вашей семьи, но знайте, что я здесь, чтобы выслушать и помолиться за все ваши заботы. Я дам помощь, исцеление и ресурсы тем, кто верит. Ты найдешь способ, потому что так сказал Бог. Дай мне, Господь, силы противостоять вызовам и невзгодам этого путешествия по земле. Пусть моя вера укрепится, чтобы я никогда не сомневался в Твоей спасительной силе и Твоей постоянной верности. Пусть моя жизнь будет живым отражением Твоей преобразующей любви, привлекающей других к Твоей искупительной благодати. Дай мне возможность провозглашать Евангелие без страха и сострадания, чтобы многие другие могли полностью жить в Тебе, Иисусе. Ты мой Искупитель, мой Избавитель и мой верный товарищ. В Тебе я нахожу убежище, прощение и вечную надежду. Вся честь принадлежит Тебе, ныне и навсегда, Господь. Как ваш ребенок,
я утверждаю, что Иисус – мой личный Спаситель, тот, кто спас меня от тьмы греха и привел меня к свету вашего присутствия. Я узнаю Твою благодать, которая действует во мне каждое мгновение, позволяя мне жить по Твоей воле. Пусть Твой Святой Дух направляет мои шаги и обновляет мою веру каждый день. Помоги мне твердо стоять в истине Евангелия, даже перед лицом трудностей и проблем, которые могут возникнуть. Пусть моя жизнь станет живым свидетельством Твоей преобразующей силы. Пусть любовь Иисуса сияет во мне, достигая потерянных и отчаявшихся. Используйте меня как свой инструмент мира и гармонии в этом беспокойном мире. Дай мне, Боже, смелости и решимости поделиться посланием спасения со всеми, кто меня окружает, не опасаясь быть отвергнутым или противодействовать. Пусть я всегда буду каналом Твоей благодати, приносящим надежду и восстановление всем, кто ищет истину. Пусть каждое слово, которое я говорю, и каждое действие, которое я делаю, будет для вашей славы и похвалы. Могу ли я показать характер Христа и рассказать о Его искупительной жертве на кресте? Во имя Иисуса, моего Спасителя и Господа, я молюсь. Аминь. Пусть эта молитва коснется вашего сердца и принесет мир в вашу душу. И если вы чувствуете себя благословленным этим духовным опытом, подумайте о том, чтобы присоединиться к нашему молитвенному сообществу, чтобы получить больше вдохновения и укрепить свою веру. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и станьте частью нашей молитвенной семьи. Получайте уведомления всякий раз, когда мы делимся новыми молитвами и духовным контентом. Если эта молитва вас как-то затронула, поставьте лайк. Это помогает нам охватить больше людей, которые также ищут утешения и надежды. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей, которым может быть полезно это послание любви и веры. Вместе мы сможем распространить свет и любовь по всему миру. Следите за обновлениями, чтобы на экране воспроизводилось следующее видео. Приготовьтесь к новому путешествию и моменту общения с Божественным. Благодарим вас за участие в этом путешествии веры и молитвы. Пусть мир и благословение всегда будут с вами.